Минувший год был непростым для нашей страны, для республики и, в частности, для Министерства внутренних дел. Криминогенная обстановка в 2022 ознаменовалась незначительным ростом преступности. В Татарстане было зарегистрировано свыше 50 тысяч преступлений. При этом сократились тяжкие и особо тяжкие виды. Число умышленных убийств, изнасилований, разбоев и грабежей зарегистрировано наименьшее количество за последние 15 лет. За год раскрыли свыше 25 тысяч преступных посягательств. Это и правонарушения прошлых лет. Сотрудниками уголовного розыска пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей в период с апреля 2021 года по январь 2022 хищение металлических изделий на территории республики и соседних регионов. Это рельсы, дорожные отбойники, гаражи. Задержано 16 участников, среди потерпевших РЖД и Казанский вертолетный завод. Пресечена деятельность преступных групп, совершивших серию краж и сейфов в офисных помещениях в Набережных Челнах. Поджоги жилых домов с целью получения страховых выплат в Казани и Логическом районе. Почти четверть всех преступлений – дистанционное мошенничество с использованием интернета и телефонной связи. Хотя их число впервые за последние годы снизилось, суммарный ущерб – около 3 миллиардов рублей. Вновь популярными стало выманивание денег под предлогом «родственник попал в беду», потерпевшие в основном пенсионеры. Подобное мошенничество, к сожалению, стали приводить к трагическим событиям. Так, 14 ноября в Казани обманули пенсионерку 74 лет под предлогом, что ее внучек попал в ДТП. Она передала мошенникам 200 тысяч рублей. От глубоких переживаний 10 января текущего года пожилая женщина покончила жизнь самоубийством. В целях противодействия киберпреступности в МВД образовано специальное подразделение. Рустам Минниханов поручил усилить и межведомственное взаимодействие. В этой части следует совершенствовать взаимодействие МВД с финансовыми организациями, операторами связи, структурами, работающими в цифровом пространстве в области телекоммуникаций. Важной и сложной совместная работа Министерства внутренних дел с Министерством цифрового развития, образования и науки, Республиканского агентства медиа и наших муниципалитетов. По итогам года в Татарстане снизились показатели аварийности на дорогах. Также полиция обеспечила безопасность всех массовых мероприятий. Положительно себя зарекомендовал Институт муниципальных служащих, который занимается охраной общественного порядка и профилактикой правонарушений. Главам городов и районов поручено оказывать помощь в подборе кадров для МВД. Никто вам людей не привезет. Работайте с теми, кто есть. Асхат Ахмедович, я бы просил, чтобы вы взяли на личный контроль. Вы систему знаете, сами, значит, прошли все это. Значит, в районы мы людей послать не сможем. Давайте работайте. Создавайте условия вот для участковых, для специалистов, квартиры. Также Рустам Минниханов указал на необходимость усиления видеонаблюдения. Сейчас во дворах, парках, на дорогах работает около 100 тысяч камер видеофиксации. В этом году установят еще 1200. Мы видим реальную пользу от этой работы. Значит, все камеры должны работать, Айрат, тебе, и Айрат, и КГСД. Значит, здесь торговаться там на мелочах не нужно. Это безопасность наша. И мы видим эффективность этой работы. Поэтому однозначно вот, все, что мы договорились, должно быть 100% выполнено. Как отметил президент, МВД республики выполнила поставленные задачи. Полиция Татарстана – одно из ведущих подразделений системы органов внутренних дел страны. Радик Фархулин, Дмитрий Арейн, Марат Хусаинов, ТНВ Казань.